Всем привет! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». С вами я, Дарья Анкехова. Сегодня я вновь нахожусь в потрясающем месте. Это Покровская детская художественная школа. Неспроста, ведь совсем недавно мы уже побывали здесь и обучились гончарному мастерству. Сегодня я хочу познать, что же такое живопись. Честно говоря, я никогда не рисовала, не знаю, с чего начать, и, наверное, многие из вас тоже бы хотели этому обучиться. На самом деле, как говорят местные преподаватели, это просто. Давайте же узнаем. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в этом классе, чему обучаете своих воспитанников, ну и вообще, как вы стали преподавателем? Здравствуйте, меня зовут Михайлов Аркадий Владимирович. Я преподаватель ИЗО дисциплин Покровской детской художественной школы. Работаю 5-й год, сам выпускник этой школы, закончил его в 2011 и после учебы сразу поступил на работу сюда. Вот так, то есть вы здесь получали те самые азы, да? Да. Своего... Да, основу, да, и затем сейчас передаете это все новому поколению, да. Я знаю, что это своеобразный класс, да, это называется вот Аяр-кут. Почему? И конкретно вот здесь вы только рисуете или с чем-то еще занимаетесь? Класс Аяр-кут работает под руководством Харитоновой Людмилы Валерьяновны. Это ее класс, и тут представлены работы ее выпускников. Работы в технике монотипия, витраж. Дети учатся по общеобразовательной программе. Более такие творческие работы у них выходят. А сколько лет дети проходят обучение у вас? По общеразвивающей программе учатся 3 года, а предпрофессиональной 5 лет. 5 лет. То есть и за вот те самые 3 года, в принципе, ребенок познает вот разные техники, да? Успевает? Да. Здесь представлены работы учащихся разной техники. Например, вот монотипия. Это вид такой печатной графики, где берется оттиск со стекла. Грубо говоря, отпечаток рисунка на бумаге. Витраж. Витраж делается специальными красками на стекле. Вы могли видеть на дверях кабинетов. И ассамбляж. Работы делаются с помощью клея бумаги, и с помощью них создаются такие объемные работы. Но телезрители и я, в частности, не зря смотрим эту программу, и многие следят за нами, потому что мы посещаем, конечно, творческие объекты, да, локации нашей столицы не просто так. Мы хотим чему-то обучиться, мы хотим чем-то поделиться, и мы хотим зрителям рассказать о том, что, в принципе, созидать и творить можно и в домашних условиях, не имея на то профессионального образования. И я бы попросила вас очень сегодня чему-то меня обучить. И для этого давайте присядем за школьные парты. Так, я заранее подготовил рисунки. Как я говорил, будем работать в технике монотипии. Это такой вид печатной графики. Можете выбрать любой из этих рисунков. Может попроще, может посложнее. Попроще это где объемно, где поменьше деталей или... Самые простые вот. Вот это? Можете вот это взять. Все, я выбрала. Это мой цветок. Тогда возьму ромашки. Так, под стекло ложится рисунок. Так, давайте я вам помогу. Будем работать тушью, потому что он у нас быстро сохнет. Давайте сидим. Так, вот тушь. Кисть тонкая. Так, основная задача, мы должны перенести рисунок на стекло, да? Да, проще некуда. Повторяем рисунок на стекле. Одним цветом? Да. То есть контур или... Контурные работы, вот, например, у меня где-то есть большие пятна. Там уже нужно ложить краску уже поплотнее. А вообще вот этой технике обучаются дети на каком, в какой период возраста? То есть это считается сложно или нет? Нет, совсем не сложно. Обучают, это уже как предмет идет у них.
общеразвивающих классов. То есть, а линии должны быть тоненькими или нет? Это зависит уже от рисунка. Монотипия – дословно один отпечаток. Техника печатной графики, которую в 17 веке изобрел итальянский художник Джованни Кастильони. Интересно, что рисунки, нарисованные с использованием монотипии, всегда уникальны. Даже если будет рисовать один человек, повторить рисунок он не сможет, ведь два одинаковых отпечатка получить невозможно. Оттиск всегда получится единственным и уникальным. Монотипия хороша тем, что это живая, быстрая и легкая техника. В ней всегда есть место случайности. Вы никогда не сможете предугадать, как именно ляжет краска. Вы можете только наметить цвет, тень и основные детали. Некоторые художники используют оттиск как основу для будущей работы, дорисовывая детали позже. В этой технике работали Дега, Писсаро, Блейк, Шагал и многие другие. Монотипию называют также техникой свободы и божественного вмешательства. Огромный плюс вот этой техники, то что не надо придумывать никакой образ, да, то есть просто нужно обвести, правильно? Да. Для тех, кто не умеет рисовать. Если, грубо говоря, если руки из нужного места растут, то никакие картинки не нужны. Можно сразу на стекле нарисовать все что угодно. Но если мы это будем делать, простыми акварельными красками, то, конечно, не получится, да? Почему? Можно? Да, можно. Можно разными красками. Но я сегодня выбрал вот эту тушь, потому что она быстро сохнет. Можно воспользоваться дополнительно этим феном. То есть подсушить, да? Да. А вообще в изобразительном искусстве самыми сложными техниками что является? Ну вот на ваш взгляд. Или же, допустим, давайте начнем с самых простых и самых сложных. Но вообще вот как можно приучить себя к изобразительному искусству? И чтобы желание не отпало, самое главное. Ну, чтобы желание не отпало, наверное, это зависит уже от преподавателя. Как он преподает вот этот предмет. Ну, дети разные бывают. То есть каждому нужно найти свой подход. Бывают дети, которые тебя понимают с полуслова. Вот с такими очень интересно работать. Бывает разные, конечно. А со взрослыми как? Вот, допустим, никогда ты не занимался ни художественным искусством, да, ничем, и вдруг, захотелось тебе там изучить что-то. Здесь что можно посоветовать? Какие техники? Для взрослых, наверное, только желание, не знаю. То есть всему можно обучиться? Конечно. А вы сами являетесь же преподавателем, да? У вас есть, допустим, какое-то любимое направление, то есть которое вы прям с удовольствием часами можете заниматься, сидеть? Не знаю, таких, наверное, рисунок, основа основ, как математика в школе. А вспоминая свое детство, да, вот вы говорите, что вы здесь получали образование, да? Наверное, вы помните своих преподавателей, да? Да. Да, и у вас всегда было желание, вот сейчас же как, у нас современный ребенок, он же такой, знаете, очень свободолюбивый, и, начинают заниматься одним, потом бросают, потом могут, я не знаю, заниматься хоккеем 10 лет, потом резко вдруг желание пропадает, да? Вот вы обучались здесь, в Покровской школе, да? Я точно знал, что я свяжу, то есть моя жизнь будет связана с творчеством. То есть спорт у меня не выходил, точные науки тоже не давались. Вот, нашел себя в рисовании. А у вас вообще в семье у многих есть такой талант, или вы такой уникальный самородок? В семье не без уродов, наверное. То есть сами почувствовали, да, вот эту тягу к рисованию? Да.
То есть, как все дети с детства рисовал, ну, наверное, надо обратиться к родителям. Если ваш ребенок занимается там, наверное, допустим, творчеством, то есть надо вовремя углядеть, наверное, и поддержать ребенка как-то. Мгм. То есть у меня были знакомые там в детстве, одноклассники бывшие, тоже на одном уровне рисовали. То есть вместе рисовали, но в течение времени без должной поддержки их родителей, не знаю, может быть, они как-то забросили все это М, и сейчас работают там в других сферах. м. И это у нас такая, вы говорите, простая техника, да, перенесение изображения на стекло. Достаточно просто, да, здесь. Тут даже какие-то нечеткости, они позволительны, да? Да. Где-то. Задачи точной копии сделать нету у нас. Потому что изначально на самом рисунке это все идеально точно, да? А здесь мы можем себе позволить какие-то неровности. Да, можем от себя даже что-нибудь добавить. Вы сейчас работаете с детьми, да? И вы наблюдаете такое, что, допустим, дети воспринимают изобразительное искусство сейчас только вот с точки зрения каких-то комиксов, да, либо же вот, ну, каких-то аниме, да, то есть ребенок не особо горит желанием изучать вот основы основ, да, это вот эти различные базовые техники. Они сейчас хотят рисовать только лишь для того, чтобы следовать моде. Так, ну, в защиту детей скажу, что я сам вырос на комиксах. Поэтому вы в теме, так сказать. Да. Потому что там тоже интересные рисунки бывают. То есть я не с детства, а так прям начал там академические какие-то картины смотреть, рисовать. А именно все пошло из комиксов. А кто является вашим любимым художником? Из современных? Да. Из современных, ой, не знаю. Ну, наверное, Бэнкси, все знают. Ну, особо за современными художниками я не слежу. Интересный факт. Технику монотипии широко используют в психологии. В 1921 году психиатр из Швейцарии Герман Роршах создал 10 черно-белых и цветных монотипий. Человеку предлагают взглянуть на них и описать, что же они видят на картинке. Каждый человек интерпретирует картинки по-своему. В данном тесте не существует неправильных ответов, однако психолог, отталкиваясь от описания испытуемого, может четко представить особенности его психического и эмоционального состояния. Ассоциации, которые возникают у пациента, могут рассказать о его фобиях, которые создают неразрешимые и внутриличностные конфликты и глубоко скрытые желания. Итак, ну, в принципе, у меня как будто бы все. Ой, оказывается, выглядит совершенно иначе. На бумаге все это было очень даже так, как будто четко, ровно, когда стекло было, находилось на бумаге, да. Снимая ее, мы видим вот такой результат. Ну, регламент такой. Вот тут, наверное, тоже спешить особо не надо. В спокойной обстановке надо работать, Да. не спеша. А далее, потом у нас следующий, какой у нас этап? Нанесли на стекло вот черной краской, да? Ага, пусть подсохнет. Хорошо. Мы включаем фен. А вы помните свою первую такую творческую работу, когда вы стали понимать, что вы талант? Вот именно, что у вас получается и что это реально ваш такой дар Божий. Ну, сейчас, наверное, не вспомнить, какую работу. Ну, у меня одна работа сохранилась. С 4 класса она до сих пор у меня в мастерской висит дома. Берег моря на закате. Я его еще умудрился в раму
оформить. В рамку, да? Да. И висит до сих пор, Да. да? Ну, это же прекрасно. Ну, то есть это вот такое напоминание вам с детства, да, что уже тогда вы понимали, да, что это такой творческий ваш Да. потенциал, творческий процесс, который Ну, вам нравится, да, и вы хотите оставить память об этом, раз даже в рамочку-то, да? ну, в то время, наверное, не подозревал, что все так выйдет. А сегодня сколько примерно учеников у вас обучается? Сейчас примерно обучается у нас в школе более 160, если не ошибаюсь. Сейчас 160. И изобразительное искусство – это обязательно один из предметов, да? То есть они все проходят, да, курсы изобразительного искусства? Да. То есть у нас не кружок просто, у нас школа Мгм. со своей программой. То есть некоторые дети и учителя из других школ считают, что у нас не школа, а просто кружок. Ага. И иногда бывает, что из-за этого учащиеся у нас пропускают. То есть, а у То вас все есть- серьезно, у вас экзамены, да, у вас Да, все да, есть, да, все есть. То есть каждую четверть у нас бывают просмотры, где мы смотрим работы детей, кто что сделал за время учебы, за целую четверть, и выставляем оценки. А вообще в Покровске много талантливых детей? Молодежь талантлива сейчас? Про молодежь не знаю. Дети все, наверное, с детства талантливые. Просто это надо развить у них. Бывает же, говорят, что талантами рождаются или становятся. Не знаю, больше становятся, наверное. Становится, да? Так, ну, у меня все. У меня тоже все. Так, ну давайте начнем с вашей работы. Хорошо. Будем брать оттиск. Нет, здесь же. Здесь же? Дайте. А теперь необходимо сделать оттиск. Так. Берется чистая бумага, смачивается губкой. В принципе, это можно сделать в домашних условиях, вот так вот, да, с семьей вечер Да, провести, да. Распечатать любое изображение, да, вот так вот на А4. Купить просто фоторамку со стеклом, снять это стекло, нанести отпечаток, то есть перенести контур вашего рисунка на стекло. Далее, смотрите, обратите внимание, мы смачиваем лист. Да. И излишек воды надо брать, чтобы вода не стекала. Угу. Лишнюю воду убираем. Так. Берем лист и аккуратно ложим на рисунок. Это напоминает мне в детстве, мы брали жвачки и примерно так переносили их на свою кожу. Как раз таки там были Так, подобные и рисунки. проходимся по бумаге резиновым валиком. Так, аккуратно снимаем. Так, О-о. ага. Может, попробуем на вашем? Давайте. Нет, тут уровень воды тоже надо как-то контролировать. Я в таком же положении, как и вы. Я не график. Но техника вроде как простая. Так. Ну, два. Сейчас воды поменьше сделаем.
Так, ну мы смочили бумагу, да, губкой. А воды не должно быть много, правильно я понимаю, чтобы не было вот этого, как сказать, эффекта размазанности, да? Нужно соблюдать именно количество воды. Лучше, наверное, не добрать, чем перебрать, правильно? Так точно. Затем резиновым валиком мы разглаживаем. То есть в идеале у нас должен быть такой красивый, хороший, четкий отпечаток остаться на нашей бумаге, правильно? Да. Так. Ну, более-менее уже. Да, вот, получилось, отлично. Мы видим результат. То есть вот такой отпечаток получился. Затем что мы делаем? Так, ну, можно подождать, когда работа подсохнет, и сразу оформить работу в рамку. В рамку. Мы дополнительно должны еще раскрашивать что-то здесь или нет? Вот здесь я просто вижу по такой же технике, вот, допустим, да, вот же ребята делали работу, да? Эти работы сделаны акварелью. А, вы же говорили, что можно для этого использовать же, да, Да. и другие виды красок, да? Подсыхает, и мы переходим в следующую зону. Оформляем это все дело в фоторамку. Так, ну в идеале надо, наверное, было сделать паспорту именно серую. Так. Вуаля! Вот, обратите внимание, все гениальное просто. Действительно, мне кажется, это будет таким замечательным элементом декора в таком интерьере, да, пусть будь то дача, частный дом, либо квартира. И действительно, ничего сложного в этом нет. Все очень просто, все доступно. А самое главное, это очень так креативно, красиво и индивидуально. Спасибо вам большое за мастер-класс. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что мы работаем на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Смотрите нас ежедневно. Мы творим, созидаем и все время не перестаем убеждать вас в этом, в том, что творить, делать что-то своими руками, да и вообще заботиться о своих близких, это всегда приятно, и чего мы вам и желаем. Увидимся с вами, до новых встреч, всего доброго.